Сообщите ваш номер карты, цифры на обратной стороне и да, продиктуйте код, который пришел вам в СМС. Такая схема интернет-мошенничества считалась самой популярной среди преступников еще лет 5 назад. Проводить оперативно-розыскные мероприятия вследствие выйти на преступников было очень затруднительно. Обманутым, оставшимся наедине с кредитной задолженностью, ничего не оставалось, кроме как написать заявление в полицию и ждать, пока злоумышленник сам не совершит ошибку. Сотрудники банковских учреждений ни в коем случае не будут вам звонить и говорить, что вам надо сообщать им какие-то коды, какие-то ваши персональные данные, потому что они уже владеют данной информацией. На разговор с нами он согласился только при условии полной анонимности. Год назад ему позвонили, как он в тот момент думал, из банка, представитель которого поведал, есть отличная возможность обогатиться. Суть проста. Нужно взять на свое имя кредит, затем перевести их на определенный лицевой счет, после которого кредитный потенциал увеличится вдвое. Снова взять средства, а долг он, то есть сотрудник банка, любезно спишет сам. Честно сказать, это меня заинтересовало, потому что я много раз слышал про банковские всякие аферы и думал, может быть, мне этого вот в жизни подфартило. В итоге я взял кредит, положил человеку деньги и просто ждал. Но после того, как он пару дней не выходил на связь, я уже сам начал догадываться, что, скорее всего, я попал на мошенника. И как удалось потом выяснить, везде в интернете посмотрел, что были такие случаи, и я, как всегда, попался. А вы обратились в полицию? Честно сказать, не обратился в полицию. Во-первых, думал, что, может быть, это не особо уместно, а во-вторых, я не хотел, чтобы надо мной, в принципе, смеялись, потому что на самом деле история очень такая дурацкая. Способов поживиться мошенники придумывают все искуснее. Каждое преступление правоохранители изучают в деталях. Если ранее, чтобы скрыться от закона, злодеям достаточно было вынуть аккумулятор из телефона, то теперь все иначе. Око правосудия фиксирует каждый шаг. Речь не только об IP-адресах. Местонахождение преступника может выдать любой гаджет. Это к сведению тем, кто решил обогатиться с помощью фейковых страниц в соцсетях. К нам, то есть, две женщины обратились по одному факту, то есть одно лицо их обмануло, но на момент обращения еще лицо не установлено было. То есть в социальной сети одна неустановленное лицо создала аккаунт, по которым продавались женские вещи. Наши жители скидывали соответствующие размеры, чтобы конкретно для них шили платье. Вот. То лицо, которое находилось, которое якобы оказывало услуги по предоставлению данного платья, после того, как наши жительницы перевели им денежные средства, данное лицо заблокировало нашу жительницу и больше на связь не выходило. После этого мы, проведя соответствующие мероприятия, установили данное лицо, которое уже в ходе опроса это была женщина, которая дала признательные показания. Преступления в информационно-телекоммуникационном пространстве за последние годы набирают обороты. Если, к примеру, за весь 2020 год их было около 130, то более 100 обращений поступило только за первое полугодие 2022 года. За январь 2023 года на территории Республики Ингушетия у нас зарегистрировано всего 7 преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Что касается у нас краж с банковских карт и мошенничества отдельно, то это 5 преступлений у нас. Из них у нас раскрыто 3 преступления, что довольно-таки очень хороший результат. Для обмана пользователей часто используют онлайн-магазины. Вы просматриваете в интернете различные сайты в поисках нужного вам товара и вдруг натыкаетесь на крайне выгодное предложение. А если товар еще и эксклюзивный, то устоять перед соблазном бывает очень сложно. В самом деле, когда еще так повезет приобрести вещь от известных дизайнеров или отличную бытовую технику буквально за копейки? Все, наживка сработала и вы попались на удочку. Но от любого вида мошенничества в интернете можно защититься, главное знать как. В данном случае не ведитесь на слишком низкие цены. Скупой платит дважды. Прежде чем совершить сомнительную покупку в интернет-магазине или доверить свои персональные данные неизвестному лицу, помните, раскрытие таких преступлений представляет сложность из-за анонимности и межрегионального характера содеянного.
Ну а тем, кто решил поживиться незаконным, следует помнить, наказание за мошенничество достаточно суровое и связано с реальным лишением свободы до 10 лет и штрафом до 1 миллиона рублей в зависимости от тяжести, степени вины и размера причиненного ущерба. Если все же стали жертвой мошенников, в том числе телефонных либо интернет-преступников, следует сразу же обратиться в полицию. Ведь от оперативности действий пострадавшего зависит и раскрытие преступления, и возврат денежных средств. Адам Мережков, Адам Далаков, Магомед Даскиев. Новости 24.